эфире программа «Абхазский путь». Мы продолжаем серию интервью с государственными чиновниками. Мы должны знать цель своего развития и артикулировать задачи ее достижения. Однако, как справедливо заметил один из японских премьер-министров, задача – это возможность. Повторяю, задача – это возможность. В нашей студии министр финансов Саид Губас. Саид Гурамович, приятно видеть вас в нашей студии. О задачах и возможностях поговорим? Поговорим. Ваш предшественник на посту министра финансов Владимир Делба – это высокая профессиональная планка, так считают многие. Кто для вас Владимир Валерьевич, с которым вы много лет работали и работаете? И вторая часть вопроса – в чем бы вы хотели его превзойти? Если вторая часть некорректна, можете обойти его. Спасибо, Ирина Шотовна, за вопрос. На самом деле Владимир Валерьевич, мой предшественник, несомненно, большой профессионал в своем деле. Это человек, который профессионально вырос в стенах Министерства финансов. Свою трудовую деятельность он начал именно в этом ведомстве на должности специалиста. И так поэтапно за достаточно долгий промежуток времени, можно сказать так, дорос до должности министра финансов. Безусловно, это профессионал своего дела, безусловно, человек, которого в работе можно ставить в пример каждому сотруднику Министерства финансов. Ну и, разумеется, помимо высоких профессиональных качеств, это человек с очень высокими моральными принципами, человеческими качествами. С первых дней своего пребывания в Министерстве финансов он создал такую очень серьезную рабочую и дружественную атмосферу в коллективе, которая всегда была нацелена на результат и, безусловно, задал очень высокую планку для всех последующих руководителей этого ведомства. По поводу второй части вопроса, в чем бы вы его хотели превзойти, например? Ну, не уверен, что превзойти Владимира Валерьевича в чем-либо получится, но тем не менее при нем был задан очень такой положительный вектор на динамичное развитие нашей финансовой системы. Это постоянное развитие, внедрение новых технологий, новых информационных баз и ресурсов, которые позволят качественно повысить финансовую дисциплину в нашей стране. И в соответствии с этим направлением, в этом заданном векторе мы будем продолжать свою работу. Более или менее так информировано о министрах финансов разных стран и в разное время. Мне это интересно, честно говоря. Вот хочу спросить у вас, кто, на ваш взгляд, пример для многих ваших коллег? Вообще, лучший министр финансов всех времен и народов, можно сказать? Или? Был в царское время в Российской империи такой министр финансов Витте, который считался одним из самых эффективных министров в истории России. Я думаю, и реформаторов в этой сфере. В период, который введено очень много реформ, которые качественно повлияли на развитие государства. Я думаю, это вот один из таких руководителей финансовых ведомств, новаторов, которому в том числе можно подражать. При вашем назначении на должность министра финансов президент отметил два таких серьезных момента. Это опыт и знания. Это о чем он говорил, да? То есть он говорил о профессионализме. Вы, в свою очередь, поблагодарили президента за доверие и отметили, что Министерство финансов одно из ключевых ведомств страны, которому предстоит серьезная работа. Серьезная работа идет? Безусловно, серьезная работа идет. Я готов подтвердить свои слова. На мой взгляд, Министерство финансов на самом деле является одним из ключевых органов в нашей стране, который обеспечивает реализацию государственной политики в налоговой, таможенной, в бюджетной, валютной сферах. И, безусловно, очень большой фронт задач, большой перечень полномочий, которые наличествуют у данного ведомства. Хочу отметить, в свое время, когда я только начал свою трудовую деятельность, тогда еще в администрации Сухумского района, в одном из отделов этого района, в отделе финансов,
у меня состоялась такая рабочая встреча в Министерстве финансов, и я тогда очень был удивлен той атмосферой, которая царила в Министерстве финансов. То есть в администрациях районов работа госучреждений, госорганов, она носит такой спокойный, ритмичный характер. В Министерстве финансов, я вас уверяю, такого спокойного характера работы не было, наверное, никогда. Это всегда большой фронт задач, большое количество поручений, которые нужно оперативно исполнять. И именно в таком режиме у меня сложилось первое впечатление о Министерстве финансов. И я вас могу смело заверить, именно в таком режиме Минфин продолжает работу до сегодняшнего дня. Ну, прошло, скажем, полгода, да, начало этого года. Год очень такой специфический, очень особенный. Это связано сначала с осенними событиями прошлого года, затем с выборным процессом и такой чрезмерной или чрезвычайной политической активностью в обществе, в стране. А тем не менее, значит, экономическая жизнь, финансовая жизнь, она не ждет. И вот этот период небольшой, вот полугодие, хотя вы и полгода еще не работали сами лично, персонально, вы, насколько я понимаю, где-то с апреля, да, вот были назначены, да. Тем не менее, какие-то итоги финансовой деятельности мы можем уже сейчас подвести? Ну, мы, в принципе, ежемесячно подводим итоги исполнения бюджетов. Сравнительно с периодами прошлых лет можно сказать, что в текущем году бюджет у нас исполняется достаточно равномерно, стабильно, без каких-либо сложных политических или экономических кризисов, ну, сравнительно с периодами прошлых лет. И, соответственно, это такие условия, в которых протекает бюджет, они повлияли, соответственно, положительно и на его исполнение. Если говорить об итогах исполнения государственного бюджета за первые 7 месяцев, к нам уже поступило 10,2 миллиарда рублей в государственный бюджет. Это порядка 50% от планируемых поступлений на текущий финансовый год. Это на самом деле достаточно хороший показатель. Это более чем на 1 миллиард 751 миллион рублей больше, чем поступление за аналогичный период прошлого года. На самом деле очень высокий показатель, которого у нас давно не было. Хочу также отметить, что по итогам исполнения бюджетов за первые 7 месяцев текущего года практически по всем уровням бюджета наблюдается выполнение доходной части существенно выше, чем за аналогичный период прошлого года. Исключением, к сожалению, у нас является один район, это Чемчирский район, у которого мы, к сожалению, наблюдаем выпадение по налогу на прибыль. Ну, тоже там эта история связана с определенными объективными причинами. По всем остальным бюджетам у нас наблюдается хорошее перевыполнение. Более 89%, хочу отметить, доходов, которые поступили в государственный бюджет, они у нас обеспечены поступлениями, которые администрируют Министерство по налогам и сборам и Государственный таможенный комитет. Это два таких самых крупных наших администратора, которые обеспечивают исполнение государственного бюджета. Если говорить об итогах исполнения республиканского бюджета, то они тоже достаточно неплохие. Порядка 8 миллиардов доходов к нам поступило за 7 месяцев, из них 3,8 миллиарда рублей – это средства российской финансовой помощи, которые у нас тоже распределяются на разные цели. Это на цели, связанные с социально-экономическим развитием и с расходами, связанными с реализацией инвестиционной программы. У нас очень хорошие показатели исполнения собственных доходов, более 700 миллионов рублей. По итогам исполнения государственного бюджета у нас поступило больше, чем за аналогичный период прошлого года. Хочу вообще также отметить, вот я говорил по поводу поступления финансовой помощи. Очень часто у нас в обществе говорят о том, что мы находимся в сильной зависимости от российской финансовой помощи. И поэтому хочу отметить, что доля средств российской финансовой помощи в государственном бюджете составляет на текущий год порядка 40% от общих доходов.
Были периоды, когда этот показатель составлял более 70%. Сейчас этот показатель значительно ниже, и это говорит в первую очередь о том, что мы наращиваем объем собственных доходов, которые поступают в государственный бюджет. Все равно 40% это немало. Тоже, безусловно, немало. Да, у нас сумма Много. финансовой помощи, она тоже в этом году были дополнительно увеличены расходы на оказание финансовой помощи со стороны Российской Федерации. Это в результате договоренности руководства нашей страны с руководством Российской Федерации. Но, тем не менее, есть очень хорошие показатели исполнения предыдущих лет, текущего года, которые говорят о том, что доля собственных доходов, она с каждым годом достаточно неплохими темпами увеличивается. Туристический сезон, начало было не самым благоприятным, да? Это как-то уже отразилось на бюджете все же? Ну, на самом деле наш бюджет находится, скажем так, в небольшой зависимости от туризма. И, соответственно, каждый раз формируя проекты бюджеты и давая оценку их исполнению, есть, естественно, определенные надежды на то, как будет протекать туристический сезон. На самом деле в этом году сезон начался немного позже, чем обычно. Во всяком случае, в активную свою фазу он вошел немного позже. Но, тем не менее, доходная часть она исполняется достаточно равномерно в соответствии с теми плановыми показателями, которые мы, в принципе, прогнозировали по отношению к этому году. Ну, можно сказать, что на сегодня исполнение бюджета идет так же, как и было запланировано. Есть такое слово «бесшовно», то есть ничего не перекраивая. Или же есть какие-то другие нюансы, которые немножко меняют структуру бюджета? Нет, на Или самом пока... деле практически все свои обязательства государство выполняет в полном объеме. Бюджет и доходная часть, она пополняется достаточно равномерно. Также ритмично у нас формируется и расходная часть бюджета. По расходам, кстати, тоже вот по исполнению, если говорить об итогах исполнения, тоже хочу отметить, у нас в этом году реализовывается за счет республиканского бюджета 15 ведомственных программ, на реализацию которых уже направлено почти 500 миллиарда рублей, там 473 миллиона. Это программы в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры и так далее. Естественно, акцент там делается на программах в сфере здравоохранения. У нас 7 программ ведомственных, которые реализовываются в этом направлении. В рамках этих программ более 300, наверное, человек уже получили помощь в виде оказания медицинской помощи за пределами Республики Абхазия. Более чем на 280 миллионов рублей было приобретено медикаментов, медицинских изделий, оборудования. Таких программ у нас немало, не только в сфере здравоохранения. Также у нас более миллиарда рублей направлено на реализацию мероприятий в других областях бюджетной сферы. Это также образование, спорт, молодежная политика, мероприятия в сфере энергетики. У нас, вот, если помните, мы об этом говорили, порядка 800 миллионов, чуть более 800 миллионов рублей было направлено на оплату задолженности за переток электроэнергии из Российской Федерации. Также достаточно большие ресурсы у нас были предусмотрены, и они реализовываются на обеспечение сбалансированности местных бюджетов, на вопросы, связанные с решением социально-экономических вопросов, в том числе с выплатой заработных плат. Около миллиарда рублей по итогам 7 месяцев уже было направлено в виде межбюджетных трансфертов в местные бюджеты. В последние годы наблюдалась, кстати, хорошая собираемость налогов, и каждый год мы эту информацию воспринимали очень, скажем, позитивно, оптимистично и так далее. Сейчас тоже налоговая ситуация, похоже, что достаточно положительно складывается, но тем не менее она оптимистична или более чем оптимистична. Для нас очень важно, как налоговая ситуация развивается. Те бюджетные назначения, которые у нас установлены Министерством по налогам и сборам на текущий финансовый год, они исполняются, и наши промежуточные прогнозы об итогах исполнения на конец финансового года, они говорят о том, что они будут выполнены в полном объеме.
Ваше ведомство на самом деле ключевое, как вы в свое время сказали. Интересно было бы знать направленность финансовой политики, вот особенность. В каждой стране своя финансовая политика, и там в каждой стране пытаются определить целевую какую-то направленность и так далее. Вот особенность нашей финансовой политики, ее направленность, как можно определить? Ну, финансовая политика нашего государства, она направлена на поддержание устойчивого экономического роста, в первую очередь, на поддержание социальной стабильности, повышение уровня благополучия населения, безусловно. Ее суть заключается в эффективном управлении налогово-бюджетной системой, эффективном управлении государственными финансами в соответствии с принципом, с одним из принципов, да, бюджетной системы. Есть такой принцип — эффективность использования бюджетных средств, да, который заключается в том, чтобы добиваться заданных результатов с использованием наименьшего объема средств. А если говорить о приоритетах финансовой политики, то они направлены в первую очередь, естественно, на реализацию важнейших государственных программ и направлений. Первоочередными мы, естественно, ставим вопросы, связанные со сферами здравоохранения, образования, культуры. Безусловно, нужно направлять немалые объемы ресурсов на поддержание инфраструктуры, на развитие экономики, это поддержка субъектов малого, среднего предпринимательства, развитие сельского хозяйства. На эти цели у нас тоже, кстати, направляются достаточно большие относительно размеров нашего бюджета, объемы средств. Так, в текущем году на программу развития сельского хозяйства у нас предусмотрено порядка 150 миллионов рублей. И эта сумма с каждым годом растет. На очередной финансовый год мы планируем предусмотреть еще большую сумму на поддержку малого и среднего предпринимательства. В этом году предусмотрено 200 миллионов рублей. Соответственно, на очередной финансовый год мы планируем предусмотреть на эти цели большие объемы средств. Если говорить об особенностях нашего бюджета, нашей бюджетной системы, то, безусловно, у каждой страны, у каждого государства есть свои особенности. Хотя прототипом нашего бюджетного законодательства, то есть закон об основах бюджетного устройства, бюджетного процесса, является Российский бюджетный кодекс. У нас, несомненно, есть свои особенности. Они в первую очередь связаны и с уровнями бюджета в Российской Федерации. Как мы знаем, бюджет трехуровневый. У нас это 2 уровня бюджета. Хотя мы часто говорим государственный бюджет, мы подразумеваем под ним совокупность республиканского и местных бюджетов. Местные бюджеты, они у нас относительно автономные, да, то есть сами принимают при формировании проектов бюджетов, они сами определяют основные свои приоритеты, основные направления расходования. В этой части они абсолютно независимы. Местным бюджетом у нас проекты утверждают, как известно, местные органы самоуправления, республиканский бюджет и Министерство финансов в этом случае согласовывают эти проекты бюджетов для обеспечения их сбалансированности, так как, к сожалению, у нас большинство бюджетов Вот вы говорили об Очимчирском бюджете районном, да, и там что случилось? Какой-то источник налоговый закрылся или что произошло, что с бюджетом проблемы? К сожалению, есть такая ситуация. Очимчирский район сильно зависит от одного из видов налогов, это налог на прибыль, большая часть которого оплачивается рыбодобывающими предприятиями. Да, и в этом году из-за проседания объемов улова рыбы, соответственно, прогнозируемый объем налогов поступает не в полном объеме, что, безусловно, отражается и на показателях бюджета. Вот о самом бюджете. Мы все прекрасно понимаем, что бюджет — это основа основ. В общем-то, это, скажем так, сердце финансовое государства. Бюджет наш на 2025 год, он разрабатывался при другом министре финансов. Вы новый министр финансов, но тем не менее, будучи заместителем, конечно, министра финансов, вы тоже имели прямое отношение, наверное, да, к формированию, к разработке этого бюджета и знаете этот бюджет до самых, наверное, мелочей. Как можно характеризовать наш бюджет? Это бюджет выживания или все-таки в нем заложен какой-то целевой рост экономики? Серьезно. Спасибо за вопрос. Бюджетом выживания я бы его, безусловно, не назвал.
такое достаточно распространенное определение, которое используют по отношению к нашему бюджету, это социально направленный бюджет. Это, наверное, более верная формулировка. Безусловно, он призван в первую очередь обеспечить те социальные сферы, социальные потребности, которые есть в нашем обществе, но тем не менее, я вот уже об этом говорил, предусматривается в нашем бюджете достаточно немаленькие объемы средств на развитие, на совершенствование, на реализацию различных программ. Я вот говорил и про сферу экономики, и сельское хозяйство, и эти объемы наращиваются ежегодно. Во всяком случае, такие задачи нам ставит руководство страны. Эти задачи мы, безусловно, будем исполнять. Но, конечно, хотелось бы, чтобы таких программ было, безусловно, больше. Сложнейшая сложная задача для правительства и в том числе для Министерства финансов. Это то, о чем вы говорили. С одной стороны, надо вкладывать в экономическое развитие, в экономический рост, а с другой стороны, надо решать социальные проблемы. Баланс между экономическим ростом и решением социальных проблем – это, наверное, одна из ключевых задач, которые стоят перед каждым, я думаю, государством и перед нашим в том числе. Безусловно, экономический рост важен. Экономический рост, он, соответственно, занятость населения, увеличивает налогооблагаемую базу, экономика начинает жить, появляются дополнительные доходы для бюджета, увеличивается занятость, я говорил. Безусловно, это важно. Государство должно стимулировать экономический рост разными способами, в том числе, возможно, предоставлением льгот бизнесу, реализацией различных программ в этой сфере. Экономический рост, он, в принципе, наблюдается, может быть, не в тех объемах, в которых нам бы хотелось, но, тем не менее, если брать там какой-нибудь промежуток времени, последние лет 5, то у нас объем ВВП вырос более чем в 2,5 раза. Соответственно, доходы бюджета параллельно начинают расти тоже более чем в 2,5 раза. Экономический рост есть, безусловно. Тем не менее, нужно понимать, что экономический рост, во всяком случае резкий экономический рост, он может привести к определенным негативным последствиям и приводит к негативным последствиям. Да, это может быть неравенство распределения доходов, неравенство доходов в социальной сфере, что может привести к определенной социальной напряженности. В этом случае государство должно выступать неким регулятором, который будет распределять эти дополнительные доходы, которые возможны благодаря экономическому росту, направлять их на социальную сферу в том числе, с тем, чтобы повышать качество образования, здравоохранения, дать возможность людям доступа, да, к этим необходимым для социальной сферы направлениям. В этом плане, ну, понятно, что хотелось бы реализовывать больше программ, но тем не менее, я думаю, экономическая активность, она в каком направлении больше себя проявляет, экономическая активность, в какой отрасли? В принципе, можно сказать, во всех отраслях понемногу. Это и производство, это и сфера услуг, и сфера туризма. Конечно, хотелось бы, чтобы, как я уже говорил, нашим бюджетом предусматривалось бы больше средств на реализацию подобных программ, но наш бюджет отражает наши возможности. В Японии Ясуо Фукуда был такой, ну, это уже лет сколько, лет 15 и даже больше назад, 2007-2008 год, вот когда он был премьер-министром, он, выступая на экономическом форуме в Давосе, я вот на это обратила внимание, вот его выступление, он говорил, что японская экономика сталкивается со сложнейшей проблемой, и этой проблемой является старение состава населения. Если говорит о нас, о нашей экономике, о нашем развитии, но как вы думаете, вот какая проблема является наиболее сложной и труднопреодолимой, что мешает нашему развитию экономическому? Мое личное убеждение заключается в том, что основной ресурс, которым располагает любое государство, это, несомненно, человеческий ресурс. И нам, безусловно, я думаю, во всех отраслях, это касается и финансов, и экономики, и, может быть, даже СМИ, сельского хозяйства, неважно, не хватает, наверное, высококвалифицированных профильных специалистов.
Это проблема, которую тоже должно решать государство. Нужно готовить кадры, нужно обеспечивать реализацию вот этого принципа преемственности, когда люди с опытом обучают более молодых людей. Безусловно, это очень важное направление любого государства, без которого, наверное, говорить об эффективном управлении государством не представляется возможным. Да, в этот вопрос я не буду углубляться, потому что я понимаю, что этот вопрос больше к министру экономики. Я думаю, что я это успею сделать. Да, потому что, хотя мы мало говорим об этом, мне кажется, что демографическая ситуация достаточно серьезно влияет на наше экономическое развитие, а все остальное тоже зависит от экономики. Продолжаем «Абхазский путь». В студии министр финансов Республики Саид Губас. Надо заниматься всем. Надо финансировать все направления жизнедеятельности государства. Но это невозможно, тем более, когда этих финансовых ресурсов абсолютно недостаточно. Как это происходит, значит, у нас. Главные приоритеты для финансирования – это какие направления? Ну, в принципе, я их уже отметил. Главный приоритет – это, безусловно, социальная сфера, образования, здравоохранения. Это те направления, реализация мероприятий, в которых они укрепляют доверие граждан к государству. Безусловно, эти направления нужно финансировать. Естественно, еще одно важное направление – это правоохранительная система, оборона. Естественно, на эти цели тоже направляется немалый объем бюджетных средств. Естественно, нужно направлять средства в экономику. Здесь речь идет об инфраструктуре. Мы знаем, что у нас инфраструктура находится в таком достаточно плачевном состоянии. Да, это касается коммуникации, касается энергетики, дорог и так далее. Все это требует значительных капитальных вложений. И если эти вложения не реализовывать, это существенно стерживает в том числе и экономический рост, и понижает, скажем так, инвестиционную привлекательность нашей страны для потенциальных инвесторов. Причем инвестиции они же могут быть не только внешние, да, это могут быть внутренние инвестиции, тоже, частные инвестиции и так далее. Вот скажите, расходование бюджетных средств, Министерство финансов, как может контролировать вот расходование? Ну, в силу своих полномочий Министерство финансов осуществляет распределение средств бюджета. Это одна из наших ключевых, в том числе, функций. Эта работа начинается с момента формирования проектов бюджетов, когда бюджетополучатели направляют нам свои бюджетные сметы, которые мы изучаем, скажем так, на их адекватность, да, насколько те расходы, на которые заявляются наши бюджетные организации, соответствуют их уставным целям, задачам, не завышены ли стоимости и объемы расходов, связанные с их содержанием. А так, конечно, всегда нужно очень взвешенно подходить при принятии выбора, да, в какую сферу, в какую отрасль направить тот или иной объем средств. Распределение средств, учитывая интересы сферы деятельности. Вы много работали в казначействе, много лет, и даже возглавляли его. Скажите, хищение государственных финансов возможно при ответственной работе казначейства? То есть достаточно вот ответственной, такой серьезной, очень конкретной, жесткой работы казначейства достаточно для того, чтобы не происходило хищение именно государственных финансов? И вообще, в чем миссия казначейства? Спасибо за вопрос. С удовольствием на него отвечу. В 2016 году осуществился переход с банковской системы исполнения бюджета на казначейскую. Это произошло, как я уже сказал, в 2016 году, хотя работа над этой очень серьезной бюджетной реформой, она началась еще в далеком 2013 году. В 2014 году у нас был принят действующий закон об основах бюджетного устройства и процесса, который уже включал в себе вот эти принципы, в котором уже были заложены вот эти правовые нормы и принципы для существования казначейской системы исполнения бюджета. Основная цель, наверное, такого
перехода, да, от банковской системы к казначейской, это обеспечение прозрачности бюджетных операций. Это высокий уровень оперативности получения информации, это возможность мобилизации финансовых ресурсов государства в рамках единого счета. Безусловно, наличие казначейской системы, оно усложняет, скажем так, безответственных руководителей реализацию каких-то коррупционных, скажем так, схем. Суть казначейства заключается в том, что оно осуществляет санкционирование расходов. То есть в момент, когда осуществляются расходы бюджета получателям, казначейскими подразделениями Минфина осуществляется форма текущего контроля за наличием документов, наличие договора, счета, акта, накладной и так далее. Но это не исключает возможности каких-то коррупционных действий со стороны бюджетополучателей. Не исключает. Условно остается вероятность того, что договор составлен верно, оплата произведена верно, но, возможно, в последующем поставка товара не была произведена или была произведена не в полном объеме. Именно ввиду этого Министерство финансов обладает всеми формами контроля. Да, это текущий, предварительный и, безусловно, последующая форма контроля, когда уже контрольно-ревизионные органы Министерства финансов выезжают для осуществления последующей формы контроля. Тема коррупции. Мы с генеральным прокурором обсуждали вот эту тему в связи с серьезными резонансными коррупционными делами и так далее. Он достаточно правильно отметил, что это бьет по имиджу нашей страны. Мы и так должны трястись, бороться за имидж нашей страны. А тут, значит, когда какие-то такие коррупционные дела вот возникают, и тем более, когда мы еще постоянно сами тоже говорим о том, что у нас везде коррупция. Французский писатель Муруа говорил, что не говорите о себе плохо, иначе вам поверят, да? Но это не значит, что я отрицаю существование коррупции, конечно, нет. Но вопрос у меня выглядит таким образом. Хищение государственных финансов или же тема коррупции в сфере государственных финансов, она преувеличена или как вы думаете? Я боюсь давать оценку тому, какой уровень коррупции в нашей стране, но тем не менее хочу подчеркнуть, что да, на самом деле коррупция – это элемент, который носит негативный, разрушающий для государства характер, безусловно, элемент, который подрывает доверие граждан к государству, к тем ценностям, которые декларируются государством. И, безусловно, с коррупцией нужно бороться. Почему-то у нас в обществе принято считать, что коррупция – это только получение взятки. Наше законодательство трактует коррупцию как и получение, и дача взятки, злоупотребление должностными полномочиями, злоупотребление физическим лицом должностными полномочиями в ущерб интересам государства и общества. Я считаю, что Минфин играет важную роль в борьбе с коррупцией, хотя они уполномоченными органами в этой сфере являются другие органы, это там правоохранительные органы, прокуратура и так далее. Но, тем не менее, на мой взгляд, безусловно, важную функцию играет Минфин и в этом процессе, так как является органом, который обеспечивает распределение государственных финансовых ресурсов. Мы осуществляем экспертизу законопроектов, принимаем нормативные правовые акты, призванные обеспечить прозрачность проводимых операций со средствами бюджета, которые, безусловно, будут усложнять для недобросовестных чиновников неэффективное или нецелевое использование средств. Ну и, конечно же, как я уже говорил, мы реализовываем контрольные мероприятия, вводим контрольные мероприятия в достаточно больших объемах. Каждый год количество контрольных мероприятий, проводимых Министерством финансов, оно увеличивается. В этом году у нас запланировано 18 контрольных мероприятий, 10 из которых мы уже реализовали, в результате которого мы охватили более 30 объектов контроля. Естественно, эти проверки направлены на выявление неэффективного или нецелевого использования средств. В случае их выявления мы, соответственно, с требованиями бюджетного законодательства направляем соответствующие предписания, применяем бюджетные меры принуждения,
Есть случаи, когда мы соответствующие материалы направляем в том числе и в органы прокуратуры. И здесь, естественно, в борьбе с коррупцией очень важно, чтобы было качественное взаимодействие с уполномоченными в этой сфере органами. Это и прокуратура, и правоохранительные органы, и служба госбезопасности. Мы, кстати, в этой части очень достаточно активно с ними взаимодействуем. Нам регулярно направляются запросы с указанных органов в рамках проводимых ими мероприятий. И в рамках этих запросов мы даем им полную достоверную информацию о тех операциях, которые проводились за счет средств, проводятся за счет средств государственного бюджета. Мы продолжаем интервью с Саидом Губаз. Правительство по всему миру сталкивается с широким спектром финансовых проблем. Например, государственный долг, нестабильность на финансовых рынках, проблемы бюджетного дефицита. А вот с какими проблемами сталкиваемся мы? Безусловно, и наш бюджет периодически сталкивается, можно сказать, с одними и теми же проблемами, наверное. Первая проблема – это, в принципе, ограниченность наших ресурсов, которая не позволяет нам серьезно диверсифицировать источники доходов. Да? То есть мы привязаны условно к нескольким видам налоговых поступлений, и в случае изменения рыночной конъюнктуры всегда остается риск того, что мы недополучим в государственную казну планируемых доходов. Естественно, это Какие самые тяжелые месяцы для работы Министерства финансов в этой связи? Ну, как правило, это первый квартал первый квартал финансового года, когда у нас такая низкая предпринимательская активность в стране. При этом расходные обязательства государства нужно, безусловно, исполнять. Как правило, в этих случаях мы привлекаем в том числе источники финансирования дефицита для того, чтобы обеспечить финансированием все необходимые обязательства. Вот. Также мы сталкиваемся с проблемой, вот я говорил, тоже инфраструктуры, да, где нужны капитальные вложения, без которых, безусловно, замедляется экономический рост. Проблема дефицита бюджета – это постоянная составляющая нашего бюджета. Безусловно, такая проблема есть, но при этом хочу отметить, что некоторые, в принципе, наверное, большинство в нашем обществе воспринимают слово «дефицит» как нечто исключительно, как элемент, которого в бюджете быть не должно. На самом деле умеренный бюджетный дефицит он позволяет в определенной степени стимулировать и экономический рост. И объясню почему. Дефицит говорит о том, что государство за счет источников финансирования дефицита, в нашем случае это кредиты Национального банка, забирает из банковской системы средства и направляет их, по сути, в экономику. Это могут быть прямые расходы, косвенные, неважно. То есть увеличивается объем государственных закупок, увеличивается объем товаров и услуг, которые оплачиваются, обеспечиваются бюджетными средствами. Это, безусловно, стимулирует предпринимательскую активность, повышает занятость населения. Это не говорит, безусловно, о том, что чем выше дефицит, тем лучше. В нашей стране, в нашем бюджете он, в принципе, достаточно умеренный, хотя законом об основах бюджетного устройства процесса не установлены ограничения в отношении размера этого дефицита, но, тем не менее, он у нас составляет порядка, как правило, не более 10%. В этом году он и того меньше. Так что понятно, что дефицит есть, но я вас уверяю, даже если бы доходная часть бюджета была бы увеличена в 3 раза, тем не менее, определенный дефицит мы всегда закладывали. Еще 4 месяца до конца года вот осталось. Даст Бог, все будет нормально, и не придется нарушать структурный баланс, наверное, бюджета. Я к чему это говорю? Вот в прошлом году, и не только в прошлом, позапрошлом, а еще раньше ковида, потом стихийные бедствия, это были абсолютно незапланированные расходы, незапланированные траты.
Вот еще хочу обратить внимание, например, в прошлом году, вы помните, когда софинансирование зарплат со стороны России или российской стороной были приостановлены, возникли очень серьезные проблемы, но зарплатники, бюджетники, они как-то не ощутили, потому что правительство все-таки нашло возможность компенсировать вот это софинансирование. Скажите, насколько бюджет текущего года готов к таким шокам? На самом деле, ряд последних лет мы сталкивались с определенными вызовами в бюджетной системе. Это вызовы, которые были в период распространения коронавирусной инфекции. Мы хорошо, безусловно, помним тот сложный период. Это период прошлого года, когда был и политический, и экономический кризис, да, в сфере энергетики во всяком случае. И так сложилось, что единомоментно у нас возникла, скажем так, новая статья расходов, на которую нужно было направить большой объем достаточно ресурсов. И одновременно у нас сократилась финансовая помощь со стороны Российской Федерации. Но, тем не менее, нам удалось мобилизовать доходы, направлять их на те цели, которые являлись на тот период максимально приоритетными. Это, безусловно, социальная поддержка граждан, плата расходов, связанных с заработной платой, пенсионным обеспечением. Большие объемы средств нам удалось направить, в том числе на оплату перетока из Российской Федерации. Естественно, все это удалось путем оптимизации расходов. То есть, естественно, определенные мероприятия, которые и программы, которые были запланированы нашим бюджетом, они, к сожалению, не были реализованы. Но, в принципе, эти периоды показали, что наша бюджетная система позволяет нам оперативно мобилизовывать доходы, направлять их и перенаправлять на какие-либо приоритетные, на решение каких-то приоритетных задач, безусловно. Но, тем не менее, хочу сказать, что если такого рода потрясения для бюджета они будут носить постоянный или затяжной характер, то, конечно, нашему бюджету будет тяжело с ним справляться. Бесспорно, что мы ощущаем серьезную поддержку финансовую со стороны Российской Федерации. 40% бюджета — это все равно серьезная зависимость. Перед нами поставлена задача начать сокращать эту зависимость, чтобы сами зарабатывали больше, чем сегодня зарабатываем. Или это очень сложно сделать при существующих обстоятельствах в стране? Задача наращивать объемы собственных доходов, она стоит, в принципе, сама по себе, без привязки даже к финансовой помощи. И в этом направлении у нас ведется такая, на мой взгляд, достаточно активная, большая работа, в том числе со стороны налоговых органов. Показатели последних лет говорят о том, что у нас наблюдается такая очень устойчивая, положительная динамика роста собственных доходов. И я думаю, эта динамика найдет свое отражение и при формировании бюджетов на очередные финансовые годы, безусловно. Несколько месяцев назад появилась статья Дауры Барганджи, это депутат первого парламента, первый послевоенный министр экономики, который, отмечая многие-многие проблемы нашей экономической, финансовой жизни, он главным источником всех этих наших проблем все-таки считает низкие налоги в стране. Он считает, что налоги очень низкие в нашей стране, что это необоснованно, это неоправданно, и что серьезного роста бюджета не будет, пока мы будем оставаться жить при таких налогах. Как вы думаете? Я соглашусь с этим мнением, безусловно. Вообще абхазская налоговая система, она характеризуется относительной простотой и, безусловно, низкой нагрузкой на бизнес и население. Безусловно. Если даже сравнивать основные виды налогов, которые формируют доходную часть государственного бюджета, это подоходный налог, налог на прибыль и налог на добавленную стоимость. Ставки по этим видам налогов, они существенно ниже, чем
в Российской Федерации или в странах СНГ. Взять тот же налог на добавленную стоимость. В нашей стране ставка составляет 10%, в России эта ставка держится на уровне 20%, в Беларуси 18%. Подоходный налог у нас ставка 10%, в России 20%, в той же Беларуси 13%. Налог на прибыль у нас 18%, в Российской Федерации 20%. Помимо этого, наше налоговое законодательство содержит достаточно большое количество налоговых льгот для разных категорий граждан, для разных сфер деятельности, для разных субъектов предпринимательства и так далее. И сейчас перед нами в том числе стоит задача оптимизации этих налоговых льгот, изучения их на предмет экономической целесообразности, социальной возможности целесообразности. В этом направлении ведется такая достаточно активная работа. На мой взгляд, вообще существующая налоговая система, она, безусловно, должна стимулировать экономический рост и подталкивать предпринимателей к дополнительным инвестициям. При этом мы знаем, что у нас достаточно высокий, наверное, уровень, оценки относительно этого разные, уровень теневой экономики. И в этом направлении тоже ведется достаточно активная работа. Она велась всегда, и сейчас эта работа в такой максимально, наверное, активной фазе со стороны Министерства по налогам и сборам по выявлению налогоплательщиков, которые не исполняют свои обязанности по уплате налогов, либо лица, которые занимаются предпринимательской деятельностью, но при этом не состоят на учете в налоговых органах и, соответственно, также не оплачивают налоги в бюджетную систему. Это такая сложная, кропотливая работа. Более того, достаточно тесно сейчас тесные переговоры ведутся с нашими российскими коллегами по возможности внедрения у нас контрольно-кассовой техники. Это касается в том числе оборудования, программных обеспечений. В 2021 году был принят закон, а в 2022 году он вступил в силу о контрольно-кассовой технике, которая обязывает индивидуальных предпринимателей и юридических лиц использовать контрольно-кассовую технику при своих расчетах. К сожалению, эти нормы пока не исполняются. И в этом плане тоже ведется активная работа. Реализация этих мер, она позволит налоговым органам осуществлять полный учет выручки, доходов, соответственно, субъектов предпринимательства. Повышение налогов никогда не может быть популярной мерой, скажем так, и правительство, видимо, пока, по крайней мере, не решается на повышение налогов. Повышение налоговых ставок – это очень непопулярная в обществе и в среде бизнеса мера. Тут нужна определенная политическая воля в том числе. Сейчас у нас задача повышения налоговых ставок не стоит. Сейчас речь идет об оптимизации налоговых льгот и выявлении вот этого теневого сектора экономики. Сейчас наша основная задача государства, и в том числе и Минфина, налоговых органов и так далее, о том, чтобы иметь полную картину, какие предприниматели, о каких объемах в нашей стране, в принципе, можно вести речь, и потом формировать уже на основе этих данных верные прогнозные показатели при формировании проекта бюджета. Выше, кстати, я забыла спросить, я собиралась. Самый крупный налогоплательщик в нашей стране, вот за это полугодие, вот кто больше всего заплатил в бюджет? Я могу вам назвать группу, наверное, налогоплательщиков, из разных сфер деятельности. Если брать сферу производства, то это компании «Вина и воды Абхазии», пивоваренный завод «Сухумский» наш. Если брать сферу связи, это, естественно, сотовые компании «Аквафон», «Амобайл». В сфере торговли это сети заправок, которые занимаются реализацией горюче-смазочных материалов. Это РН Абхазия, Апснеойл.
Ну и так в каждом секторе экономики есть свои крупные игроки, которые формируют существенную долю от доходной части бюджета. Об инвестиционном климате. Я слышала мнение многих людей, что у нас достаточно хороший или благоприятный, скажем так, инвестиционный климат. В принципе, нашу налоговую систему считаю такой достаточно простой, и она не оказывает существенной нагрузки на бизнес в принципе, а для инвестиций у нас еще предусмотрено существенное количество преференций, льгот, это освобождение от налогов, либо от части налогов на соответствующие периоды в зависимости от видов, объемов инвестиций и так далее. В этой связи, безусловно, если рассматривать инвестиции с точки зрения налогообложения, у нас они достаточно привлекательные. Другая сторона вопроса — это может быть неразвитая инфраструктура, да, которая усложняет процесс инвестирования. Те же дороги, энергетика, коммуникации, их, безусловно, нужно приводить в порядок, так как их текущее состояние, на мой взгляд, значительно понижает инвестиционную привлекательность нашей страны. Хотелось бы спросить, прогнозируется какой бюджет? Работа над проектом бюджета, она уже началась. В соответствии с требованиями законодательства к 1 октября мы уже должны представить проект закона на очередной финансовый год в Кабинет министров. Сейчас эта работа находится в активной фазе. В стенах Минфина этот процесс называют не подготовка, а собирать бюджет. Мы сейчас собираемся, занимаемся, сбором информации от администраторов доходов, от самых крупных администраторов до самых мелких, от распорядителей и получателей средств бюджета, чтобы сформировать полную картину того, во-первых, какими доходами мы будем располагать, и какой объем расходов нам нужно реализовывать. Естественно, руководством страны ставятся задачи на очередной финансовый год при формировании проектов бюджетов. Это расходы, это задачи, связанные с увеличением объемов на реализацию различных программ, связанных с поддержкой малого, среднего предпринимательства, программ, связанных с развитием сельского хозяйства. Естественно, это социальные программы, о которых мы сегодня немало сказали, и в образовании, и в здравоохранении и так далее. Естественно, если говорить о тех показателях, которые будут утверждены на очередной финансовый год, у нас наблюдается определенная такая динамика роста. В среднем доходная часть бюджета порядка 15-20% увеличивается ежегодно. На самом деле это очень хорошие показатели. И мы планируем такую тенденцию, Это с такую учетом динамику. инфляции или без учета инфляции? Это без учета инфляции, мы говорим о прямых доходах бюджета. И мы планируем эту динамику, безусловно, отразить в проекте бюджета на очередной Но с учетом финансовый инфляции показатели намного ниже, конечно. год. Ну, инфляция, она у нас, в принципе, по разным оценкам, где-то она составляет 5%, где-то 10% и так далее. Да, этот показатель мы пока не берем в расчет, к сожалению. Вы новый и молодой министр финансов. В каком бюджете вы мечтали бы? Не знаю, слово «мечта» насколько подходит, но разумно было бы говорить, о каком бюджете. Часто беседую с Бесланом Халваш, депутатом парламента, председателем парламентского комитета и так далее. И он считает, что если теневую экономику сможем серьезно вытащить все-таки, да, вот и жесткое администрирование и так далее, что очень серьезно можно увеличить наш бюджет. Как вы думаете? Какой бы объем доходов не был предусмотрен нашим бюджетом, этого всегда будет недостаточно для исполнения всех наших расходных обязательств. Какой бы этот ни был объем. Если говорить о том, что нас устраивает, ну, наверное, неправильно говорить о какой-то конкретной сумме, но, наверное, это должен быть бюджет, который позволяет нам реализовывать все основные функции и задачи, которые стоят перед нашим государством.
Ачинуа, Апсифела, Ачаджара, Сулдаю, Мамзарги, Истахом, терминология якурсу. Ты удаю порхот халат фажу на экономика, гехалат фажу та финанску, геогубзерах через акузалаги ха, вы вайра харпивш и бзена фажера удаю, пизбанзара и чидо терминология, профессионал терминология хаздуру мабрия курцота ха гугра сымоп Саид Губаз Сарасюза Гурам Губаз и Тачарачи из Азхаз абызша проблема имамха хюк ахшара шрабуб и рыхдзу здоровозар стахуп и рыхдской Анисия, Нарсоу и Айцбаза, их цуп, Шамиль. Шамиль. Сухтун биам тазыхна апсу Тачарачи ахучка апсу хцка ах анрыхдзерцо дарадзи мачхе убряхон пе وی هر تاثیر اونگی خوشکار خدال خر داری خدوس زار کن فراد هزی گفتخون رخص کنس آبسوار زای گذار زهن کر هز خودسون کریاله خون زاراد برازگی وی اندوگی ابدوگی آن ابرزگی وی زار یاد حالن از برا Шхучка апсфедер сарачы, а проблема фимом избан заразаге тагалазачи хеи гаджет конери рахтанкана хахум дарадзи ودايو حرابسش وحشاج ورتحجو بخا خучка حياي وتروام حباسي بشرحوت فرش تاع سرجي يقوموا يوزا проблема Я шашас дуне ханс хахис загум тапс дыр апс раз тапсар они проблема не алойтха наса ريز بزو أخوشة من الشجرة مكان شزيم قدست أي حبيب وبجنبي أبصر شكول خنا قلت عجبت بجارة شكول نيستر لكوبا يخد السخوم حرادة بسشلا يتفاجئت يلركا ويتيويت تخ يقاستويت درا ريست فروكلت في نيت سخمروا يحرك أورس بسوب أرخيا درخوا وبري خوتيكا حكويخ نشوت ناس ينجز نزن لا فارك وشك حرقوت أبري أبس فدقيح مهار الله مجيها خا أبري شش فزيبش ناس يزخب شوا ساخر كروت فيلم كوا مультفيلم كوا ناسكي أبري гаджет كوا يحرك يراوا информация زي جوروس في لوب فرادة أبس فدر الزارة ريزارة أتاش فينوس يرز باش الزارو وي خجباح شهاك وغر أشكول هاك وغر خراها الصوم هاسكويانا قلت فرادة أتاش فينوس ريزارة رزبارو أقوبلرا يزر زركرو برخوش كرزان أبسو بس شجرة أخوش كوران أبس في بزيني الحومة أي فرادة أي избеус засау йоп Анна апсфи бзини янул хунас генул тахха хочко герцарц уязара азбра я хайм يا حكيم إن شاء الله та сараджаб хусенул тахам ха дарич гёпари проблема азбра Анги абкин илохона рестара хацбалару скуана гара ашкул мгузер хомош халгас рабхет бис шатрай хызги там гузер хот бjarат в школ парада хак пе классан замта за сиесит кто-то пе айбат пе школ бjarат по школ выги мзысква камазар олап на сай бишрамычтах цара дыр анадзар акалек школ нас хаги хараказар оларын нас арцуйца ناسكي ماتبارك ويقن مجوزر خد بجارة بشكولة قلنا ناس أخوشكوا يردرم جلوس وبرزهن ناس وبس سي هبز فيرز بيت أكلك شكولة سير جرس أبسو ليتراتورا شكولة شن فيشبخسوز يبزين فيخسوز ما هاي سوتش كذا أسكنالا أرتسوي يرول ويجانا خاله داري رتشوت يحب أبز فادا جابز فا يسمش أو دايرو كرتشنياتسن يسوع شو تشكول شو صار نحتوزها ليتراتورا بز فاسك سبزيح بونسكي ساساويت أبسو ليتراتورا تش زجريها بزيف ويالش كاوا أرشام تياربنو يا زيغراتسكي سنر رسست حرادة أتصنتوراخ
дара ацагдузмо شنابخة كرامت ناس يبنوش جوزما كرامت يجنزجون سنابخ زاشتخ واشتخ درشزنجي سيتابخت درشزنجي وباسي بشتسنرك وسنخت بسوشила шапхи тае. Нас литература уже бас снабала что зала газуёб, айба абсу бисфе литературы, а школа чин язырпхе орцевича, роловхо анаюсан это грошерзацерцы. Убри гроши ерзацушца уже, сентябрь нахазерзушчало ту сума, а хунткар убри изыштна хазеха худзом жухрада хайгургу делкау паха худсует убри акырдзе яныпшуама на сарцеве и усураха. Шака язпея бюджету убри ацхрара егашцо. Еще корохлан абсо безфей литературе наски аурус безфей литературе на пхавич фарзехен похпанызк рзацтара ролофухах рю категория шмиллион кар он за год у нас абжак категория куртиарбану аурус безша аурус безша абсо геауруски зиги харахунд карри шума Аурус басфе литературы зехен из фёда. Аурус басфе литературы зехен урастулат при ацхарара хартойт. Абсу басфа артюс фарзан уи нас бюджет. Харах бюджета хонбе. Бюджетала. Бюджета хонбе. А финанскор министр зехен карра козагерчи сахоб шошчинас хан ахса дарад зимачу. Амала джик виджи кукуб дарад за зус чи Ишпуко ахсепша сгаз усурача. Ай, шгуиш панаго избан ахса абриасферачан и ха измачуй. Ай хабырачги яраузский матч зарабхап ус зуарханпи. Уиза зара объективла так с шумтер алап сразехани лыха отзамуй тапхусум отхазума и пуш озер идер озер парада евипшам тип нас узки на ектар олут скуана грала. Су усахио яримо юнуцхапи проблему ко яре хайдруд фи храда. Ожетили хобшра харе безфягана хало пизсро я хамо проблему ко елуска око похизелом ка око хара я хео хе проблема дудзане хамо абсобус физху ачну ахмачу Ачину архала кум яроубас изапуз алагера бизнеса гана халу магиму вахнейлаге шамахамзар заге абсфима пацаркой. Убряган пяхаусурача ласылас псифила и цуадыр тарачин урысфила я гула харгылута интервью коги уи шахинткарак уса роит хасбуяна гома хаха рахтагыл зашо яхкот убре. Убрезы связ арстахупа бартасара корыла издырит апсфя бзени фидерует. Апсфя бзени фидерует аха яхва пабринахас ажи бшконыга хцоа лысыл сайзар кушумо по министр Царей Лазарачан харах журналист апсо телехопшра журналист шанашит гылар абриге сара псофила вяжо кередым Сергей хашархар абринахас псофила интервью корышталома Рада усурана апсо басша имач нахая хархот Уинас я скупера чидуп терминология дыр юлхау бас игерта сарапа аха харада хымпада скуана гарала апсу басша хара дыр ана дзараштахтуп убреганах ке ахчазах кует нас бас а журналист харе ханеп псышала раззарапа так коротра анаюс Бюджет я и вашу ксатовый физ хуцуама. Убризе пшира бюджет зарфтахи. Харада дусы министры тахупа бриера ламкалы на позлакой бюджет яра екуершва бюджет и гирта бюджет ка и рейхарц хаги духарц убреганах ла харткина саус хойта убре уса чазах койта и ханза халшо и кухаршарх тахуп а бюджет абриахенткар наски аважлар рзен рейхара кара проблема ко зазбо.
министр с финаларх зарташу пусказаги рационахнт караджа ус фюхет фюкра шпачуги ха таачара ишпарадыркылы. Таачара ой сегур резар ола парапхидзинаргылана. Аха Харада уже ирныпшу это схасынакуй туамта дарыс смаджу по усуру на ими позгут жевя жипсат хучики мачина сарбой алагит стача схочку арабхидзинаргылана убрезын схасынакуй туамта ихынза сылшу схочка ирзыскует. Уршадзе тогана халаш хутбик шома. Ахучка радзера заркур уны харада ва хутбик шот харада. И табу подсухтун би и финал то сара дырра тарачы апсуарым юч и сымшы ику пасыз фазагерзы сара апсны ехайхо амючы загреха ехазы ихаду проблема идзбату ярбану ферафибана горала. Скуане горала агураганы сыгу хазиге аджыкна хайдгылана хмашадзаку рабхидзинаргылана брихаду ахархартука хынткар рейшка разывен хамч хамегзаку пыша хамегзаку ус хур дара амтабзику хапхила хазбшупха скуяна гуд. Апсуарымыч сосна дахтан финанскор министр Саид Гурам ипа Губаз и табуб дарадза ехешохоп ариамчев загяван фяларов счет обзирас.